помощью карт Ленорман можно определять ответ на вопрос «да», «нет» или «может быть». Вам нужно задать 6 разных вопросов картам Ленорман. И мы с вами будем определять по картам, какой ответ на эти вопросы. 6 разных вопросов. И вы сможете получить на них краткий ответ «да», «нет» или «может быть». То есть пока высшие силы могут сомневаться, да это или нет. Итак, да, нет или может быть. Давайте смотреть. В каждом таком раскладике будет по 3 карты Ленорман. Запомните, именно 3 карты будет, а не одна. Да, нет или может быть. Вы можете загадывать любые желания или задавать интересующие вас вопросы. 6 вопросов. 6 разных вопросов. 6 разных вопросов. Да, нет или может быть. Ответ на эти вопросы. Итак, значит, украшаем. Первая позиция звездочка. Вторая позиция бантик. Третья позиция луна. Четвертая позиция Божья коровка. Пятая позиция кольцо с фиолетовым камнем. И 6-я позиция ключ. Распределяйте ваши вопросы. И мы с вами с помощью карт Ленорман ответим да, нет или может быть. И надеюсь, что все распределили свои вопросы. А если вы еще не распределили, ставьте на паузу, распределяйте, а потом уже смотрите видео. А я начну с первого вопроса. Давайте мы немножечко подвинем карты вот сюда, вот вверх. Вот так сделаем, чтобы у нас было место для определения вопроса. Вот так сделаем немножко. Так, первый вопрос у нас звездочка. Итак, мы открываем первую карту и достаем еще 2, чтобы понять. Так, что-то у нас тут падает. То, что упало, это не считается. Это потому что кучкой упала. Если бы одна карта выпала, тогда да. Да, нет или может быть. Отвечаем на ваш вопрос. Всадник и сад. На этот вопрос однозначно ответ «да». Этот вопрос совершенно точно только «да». Вот то, чтобы вы не спросили, здесь точно карты ответили «да», «да» и еще раз «да». Хорошо, мы переходим к следующему вопросу. Да, нет или может быть. Теперь у нас номер 2 вопрос, бантик. Давайте смотреть. Тут у нас выпал клевер, да? Клевер. Да, нет или может быть. Так, следующая у нас метла. И следующая у нас мужчина. Здесь ответ однозначно да. Тут не может быть, не то, что нет, да, а именно да, четкое да. Вот второй вопрос тоже получилось да. Хорошо, давайте идем к следующему нашему вопросу. Номер 3. Да, нет или может быть. Здесь мы обозначали вопрос луной, месяцем, да. Карта башня. Давайте добавлять еще 2 карты. Да, нет или может быть, да. Книга и рыбы. Здесь однозначно ответ на этот вопрос тоже да. То есть первые 3 вопроса у нас вот так получилось. Хорошо. Ладно, теперь 3-й вопрос мы тоже ответили. Тут у нас да. 4-й вопрос. Божья коровка. Да, нет или может быть. Давайте смотреть. Здесь у нас карта дерева. Перемешиваем карты Ленорман. И достаем еще 2 карты. Аист и луна. Здесь однозначно ответ опять же да. Тут никаких сомнений. Ответ именно да на этот вопрос.
Итак, значит, 4-й вопрос мы тоже осветили. Теперь 5-й вопрос. Кольцо с фиолетовым камнем. Да, нет или может быть? Здесь у нас карта звезды. Достаем еще 2 карты, чтобы определить, да, нет или может быть. Карта медведь. И карта лилии. Однозначный ответ «да» и на этот вопрос. Как ни странно, на этот вопрос тоже ответ «да». И последний вопрос, номер 6. Он обозначается ключом. Да, нет или может быть. Вышла карта тучи. Да, нет или может быть. Карта сердца. И карта корабль. И на этот вопрос тоже ответ «да». Чудеса, мои дорогие, сегодня, да и только. Ну вот такое у нас вышло случайное гадание. Ведь вот смотрите, все остальные карты остались в колоде. Такого, извините, не подделаешь. Я их перемешивала тщательно. Но переделать нельзя такое, да, нельзя подделать, переделать, ничего это нельзя. Как вышло, так вышло, дорогие мои. Вот такой ответ сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь и до новых встреч.